tere, Anna. Tänase tunni jätkuks ma tuletan meelde, mida me õppisime, millised on sõnatüübid ja milleks me neid kasutame. Э, Здравствуй, Анна. Я решила записать короткое видео как напоминание о тех словах, которые мы изучали в прошлом году, чтобы ускорить наш процесс с тобой, обучения, и ты бы скорее вспомнила то, что уже знал. Мгм. Немецов, омастов, осастов. Это три первых падежа в эстонском языке. Их мы изучаем отдельно. Модустами мы с тобой изучали, как их формируются, и касутамine. Касутамine, где используются эти три падежных формы. Если ты помнишь, мы составляли таблицу. Таблица это выглядела как две колонки, в которых было по три формы, то есть это как три ящика, где у нас были спрятаны эти корни падежей. И айнсус в левом столбике это слово находится в единственном числе, айнсус единственное число, и с правой стороны слова, которые находятся во множественном числе. Митмус это множественное число. И верхняя строчка это падеж ниметтов. Ниметтов это именительный, отвечает на вопросы кто, что, кес, миссе, и именительный единственного числа и именительный множественного числа. Вторая строчка таблицы это падеж омастов. Омастов отвечает на вопросы келле, милле. По-русски это звучит кого, что, кого, чего. И третья падежная важная форма это осастав. Осастав отвечает на вопросы кеда, мида. По-русски звучат похожие вопросы кого, что. Millal kasutatakse käändeid? Nimetav omastus, osastav. Когда мы используем падежи именительной, как бы nimetav, omastav, osastav, их сложно, скажем, привести к падежным формам русского языка, но чем-то это похоже, как именительный, родительный, именительный, родительный. Здесь таблица, я ее сейчас не буду называть всю, ее она у тебя тоже будет, то есть как подсказка, какой падеж подсказывает нам ту форму, в которой мы сейчас используем слово в склонении или в спряжении. Напомню, какие использовали мы подсказки, чтобы лучше запомнить эти разные формы языковые. Во-первых, когда мы говорим неметтов единственного числа, мы всегда используем цифру 1. Например, одна девочка, ykс tüdruk. Когда мы используем неметтов mitmus, именительный падеж множественного числа, у нас подсказочное слово было kõik. Kõik tüdrukud. Üks tüdruk, kõik tüdrukud. И падежная форма осастав единственного числа мы использовали подсказочное слово kaks kolm, 2-3, 2-3 девочки, kaks kolm tüdrukut. Когда мы запоминали множественное число падежа осастав, да, mitmus осастав, то мы использовали вспомогательное слово palju või vähe, palju või vähe. Palju tüdrukuid, vähe tüdrukuid.
И когда мы заучивали слова, если ты помнишь, мы говорили üks tüdruk, kõik tüdrukud, kaks-kolm tüdrukut, palju, vähe tüdrukuid. А вот сегодня, когда мы делали с тобой домашнее задание, то большинство этих форм было в падеже омастов, которые мы с тобой тогда еще не проходили. И здесь есть тоже свои правила, а омастов отвечает на вопросы келле, ома, например, чей, чья, келле, ома, чей, чьи во множественном числе. Как образовывается падеж? Как образовываются падежи? Во-первых, от неметтов, например, üks tüdruk, мы образуем единственное число множественное число именительного падежа. Tüdruk, tüdrukud. В эстонском языке признак множественного числа – это «д». Затем, когда мы знаем корень множественного числа, мы уже знаем, какой будет корень в падеже омастов. Tüdruku омастов, kelle oma, tüdruku oma. А следующее правило, да, то есть это одно правило, где омастов и митмуса ниметтов здесь корень является одинаковым. И следующее правило, с которым мы сегодня, правило номер 3, столкнулись, когда ты искала множественное число падежа, множественное, мы склоняли слово по множественному, во множественном числе, то корень мы брали от осостов единственного числа. То есть как tüdrukut, tüdrukute. То есть запомни вот эти стрелочки передвижения, да, еще раз повторю, что mitmus nimetов и ainsus omastов, здесь корень всегда одинаковый во всех формах. И очень часто форма вот осостов ainsuсе это является корнем омастов mitmuse. То есть осостов ainsuсе и омастов mitmuse. Как поможет это знание? На самом деле в эстонском языке очень-очень много еще слов исключений, но, например, когда ты уже будешь понимать, к какому типу это слово относится, то будет гораздо легче ориентироваться и понимать, какие окончания, особенно во множественном числе, нужно подставлять. Где будет «т», где будет «т». И по одной статистике, на основе которой вот эта теория создана, ты видишь то количество слов, которые действительно относятся к определенному типу, и если визуально научишься их узнавать, то гораздо будет легче выполнять эти домашние задания и в дальнейшем тоже делать сложные упражнения. Итак, mis sõnad on õpilane, lühikesed, pikad ja rohelised? Mitte rohelised, õnnelik tüüpi, извините, õnnelik tüüpi. Õnnelik tüüpi sõnad – это слова, во-первых, длинные, да, то есть alates kolmesilbilistest sõnadest, то есть те слова как минимум как на три слога, длинные слова такие, которые окончаются на окончание лик, ник, стик, мик, вик, ндик. И здесь так примеры этих слов. Рагулик, кирьяник, маастик, луганик, олевик, üks kolmandik. Üks kolmandik это в переводе означает 1/3. И все слова, которые ты уже визуально увидишь, оканчиваются на такие окончания, то они изменяются каким образом? Какие у них будут окончания вот в этих трех падежах? Во-первых, õnnelik, üks õnnelik, kõik õnneliku. Обрати внимание, здесь окончание у. Õnnelikud. Затем
Помнишь, по стрелочке мы смотрели, что митмусе немета корень идет vainsus omastав õnnelikud и келема õnneliku. И следующее правило õnneliku, 2-3 õnneliku. И здесь это уже будет двойное к, õnneliku. И отсюда у нас будет множественное число келема õnneliku. Здесь õnnelik типе слова, множественное число характерно тем, что здесь потом, когда мы склоняем, здесь будет 2к. И palju vähe õnnelikke. Ну, вот здесь еще раз посмотри, как это будет выглядеть. Да? Почему? Например, возьмем какое-нибудь слово, я его просто тебе озвучу. Например, Рахулик Кирьяник, да, спокойный писатель. Рахулик Кирьяник. Näiteks üks rahulik kirjanik. Kõik rahulikud kirjanikud. Kelle oma? Rahuliku kirjaniku. Это единственное число. А множественное и осостав единственного числа как сколь rahuliku kirjaniku. То есть здесь осостав осостав узнается тем, что здесь двойная к. То есть как сколь rahuliku kirjaniku. Ну, соответственно, здесь очень просто. Множественная форма состав palju rahulikke kirjanikke. А падежная форма омастав множественного числа rahulikke kirjanikke. И то есть, если здесь дальше смотришь потом по этой таблице, которую я тебе послала, то здесь уже сами склонения, падежные окончания будут во множественном числе, например, rahulikes, kirjanikes, rahulikel, kirjanikel, это множественное число, rahulikus, kirjanikus, rahulikul, kirjanikul, это единственное число. Давай посмотрим следующую форму. Õpilane tüüp. Ну, это очень знакомая и простая форма, но напомним, что к этим типам слова относятся, во-первых, слова, которые оканчиваются на «не», но перед «не» стоит у нас гласное, то есть «täishäälik» – это гласное. И õpilane tüüpi sõnad – это тоже те слова, в которых много слогов, как минимум 3 слога, alates 3-silbilistest sõnadest. И слова, которые оканчиваются на «не», inimene, line, roheline, lane, eestlane, mine, lugemine, kene, no это такие слова, как väikene, emakene, и ну, обычно это окончание дает такую, как helitav nimisõna, уменьшительно-ласкательное слово. И еще к этому относятся слова, которые заканчиваются на «ус». Сегодня у нас было слово «вастус», «каттус». Нет, какое-то у нас было слово, я сейчас уже не помню, что он тоже было на «у» заканчивался, и оно относится к õpilane tüüpi. Итак, но также здесь есть некоторые слова исключения. Вот, например, они относятся к õpilane tüüpi. Вот сегодня у нас было слово «вырос», 2-3 võõrast, kallis, 2-3 kallist, rattas, 2-3 ratast. Здесь есть определенные исключения, мы их будем еще тоже находить. И, например, если оно в общем будет изменяться как õpilane tüüpi, то здесь нужно просто запомнить, что vainsus osastав здесь окончание «st».
Да, и к этому не относятся слова, которые оканчиваются на кас, как масикас, и гас, сипелькас. Это относится к другому типу слов. Мгм. Давай посмотрим, как выглядит определенные типы изменения в таблице. Мгм. Возьмем само слово õpilane. Üks õpilane – это ainsus nimetav. Kõik õpilased – это mitmus nimetav. И вот это правило, где ainsus omastav ja mitmus nimetav один корень, поэтому kelle oma, õpilase oma. И, соответственно, все склонения в падежах в единственном числе, они будут оканчиваться на «се». Ainsuse osastav 2-3 õpilast. Это ты точно знаешь. И отсюда идет корень õpilaste. Да? Õpilaste. И, соответственно, множественное число изменений в падежах, склонение õpilastesse, õpilastes, õpilastest, õpilastele, õpilastel, õpilastega. То есть это признак множественного числа в словах, которые можно отнести к группе õpilane, õpilane тип. Здесь еще раз, ну как визуально картинка, эта таблица. Ты ее получишь, можешь как подсклад посмотреть, например, üks õpilane, kõik õpilased. 2-3 õpilast, palju vähe õpilasi. Но также в этих типах слов есть слова, которые оканчиваются на «ид». Õpilasi, но другого типа слова потом скажем, да? И омастав единственного числа это õpilased, и множественное число образуется от osastав единственного числа 2-3 õpilast, kelle omad õpilaste. Напомним, какие слова относятся к пик-тüüpi sõnad. Но само слово уже, что пик-тüüpi sõnad, значит, в этом слове много. Так, у меня здесь опечатка. Здесь не 2i, а 2l. Millised on пик-тüüpi sõnad. Угу. Здесь к этим словам также относятся слова, которые заканчиваются на кас, газ, на не, но перед н находится согласное, не гласное, а согласное. И также к этим словам относятся международные слова, где ударение не на первом слоге. Рõhk ei ole viimasel silbil. Это такие слова, как директор, трактор. И еще есть определенные слова с окончанием но это как список отдельных слов. И здесь вот смотри, те слова, которые сегодня тоже встречались, такие как äke, hele, то оно относится к пик-тüüpi sõnad, но у них есть та особенность, что mitmuse nimetavas on lõpus ta. То есть hele, üks hele, kõik heledad. Üks tume, kõik tumedad. Üks pime, kõik pimedad. Üks nõme, kõik nõmedad. Üks äge, kõik ägedad. Üks sale, kõik saledad. Üks sile, kõik siledad. Üks nobe, kõik nobedad. Üks lahe, kõik lahedad. И также есть еще другие исключения, где может
меняться korень slova, kus sõnatüvi võib muutuda, aga käändelõpp on sama. И такие слова, как tütar, tütred, 2-3 tütart, üks aken, kõik aknad, 2-3 akent. Saade, saated, 2-3 saadet. Vaade, vaated, 2-3 vaadet. И еще слово süda, üks süda, kõik südamed, 2-3 südant. И вот здесь вот признак множественного числа t, südamete, а mitmuse osastav, множественное число osastav palju südameid. И вот таблица подсказка, как меняются формы единственного и множественного числа, если мы определили, что это слово относится к пик-тюписена. Но признак множественного числа это t. Lühikesed tüüpisõnad – это еще отдельная тема. Я сейчас про нее не буду напоминать, но просто напомню, что когда мы с тобой учились, то lühikest tüüpi sõnad, так, сейчас так, это были слова, которые, во-первых, kõik ühesilbilised. Все слова, которые были на один слог. Näiteks poiss, laud, tool, vaip. Все слова, которые заканчиваются на kond. Perekond, seltskond, meeskond. Tretий тип, tretja kategooria. Kahesilbilised sõnad, kus sõnas on kokku 2 või 4 tähte ja ühes silbis on 1 või 2 tähte ja kaashäälik vaheldub täishäälikuga. Сейчас я не буду об этом говорить, но здесь как примеры это слова из двух слогов, такие как ema, tädi, onu, mägi. И здесь особенность в том, что в этом слове всего лишь 3 или 4 буквы, а в одном слоге 1 или 2 буквы, и гласные чередуется с согласной. И как пример, например, слова илюс, auto, это не являются короткими словами, то есть они не относятся к типу lühikesed sõnad, потому что илюс это 4, хоть и 4 буквы, но в слоге одном 3 буквы. Auto здесь хоть и 4 буквы, но здесь не меняется гласное согласной. Следующее, об этом мы еще потом будем позже говорить. Еще 4-я категория – это rahvusvahelised sõnad, kus rõhk on viimasel silbil. Это международные слова, где ударение стоит на последний слог. Такие слова, как гитар, орхидея, коллег. Если помнишь, мы когда говорили в пика-ценат, пика-ценат – это слова, тоже были международные слова, но там ударение было не на последнем слоге. То есть это, если ударение международного слова на последнем слоге, это lühikene tüüpisena, а если ударение на первом слоге, это pika-tüüpi. И 5-я категория lühikest tüüpi sõnad – это liitsõnad. Liitsõnad – это слова соединенные. И если мы видим, что слово состоит из 2 частей, то мы определяем его тип по последнему слову, если оно короткое. И этих слов очень-очень много.
Но здесь как пример elulugu, rongkäik, ajaleht. И посмотрим таблицу, которая подсказывает, какие окончания, как правило, в этих словах. Например, üks poiss, kõik poisid, kaks, kolm poissi. То есть здесь нету окончания. И множественное число poiss, poiside. Признак множественного числа слов коротких, много lühikest tüüpi, это те окончания, это окончание «д». Еще здесь потом отдельно, не буду сейчас больше уже напоминать, мы поговорим об изменении в корне букв, да, где двойная К, где одинарная К. Вот, напомню, что об этом мы тоже говорили. А обозначение звездочка на желтом фоне тайсхалик – это гласная, которая является окончанием. И бирюзовая звездочка – это тоже гласная в окончании митмососаста. Ну и есть определенные правила, по которым мы уже сегодня говорили, чтобы запомнить. То есть, когда ты видишь какое-то слово, то сначала подумай, а к какому типу оно относится. Это регелюксе, мэра, сынатып. Затем подумай, какой у этого слова mitmuse nimetav. No võtame sõna inimene, да, inimene. Inimene, окончание не, гласное перед не, значит это õpilane tüüpi. Moodusta mitmuse nimetav, множественное число, nimetav это kõik inimesed. Ainsuse omastava käände lõpus on alati täishäälik. Ainsuse omastав, kelle oma, inimese, то есть окончание nimetav mitmuse и omastав ainsuse имеют один корень, и ainsuse omastав всегда заканчивается на гласную. Затем со всеми словами, это правило 4, нужно выучить, когда мы используем osastavat käännet. Затем мы с тобой будем учить vопросы, это пункт 5, õpi selgeks käännete küsimused vene keeles ja vastavad käände lõpud. Будем тренироваться, задавать вопросы на русском языке и какие же окончания соответствуют им в эстонском языке. Правило номер 6. Ära unusta nii, naa, taa, ka käänteid ja nende reeglid. То есть помни о правиле падежном ни на така. Сегодня мы о нем тоже говорили. И об этом правиле, что окончание стоит только в последнем слове. Затем мы будем учить митмусе. То есть здесь нужно выучить множественное число определенных типов слов, и все это мы будем делать по отдельности. Тогда это короткое, как я думала, видео получилось сейчас на полчаса, очень поверхностное, но мне захотелось просто напомнить эти типы слов, что это на самом деле несложно. Просто сегодня вывалилось очень много всего сразу же,
а мы с тобой будем выполнять твои домашние задания и вспоминать поэтапно, формирование словообразование и изменение этих слов в падежах. Все, до встречи во вторник. Kohtumiseni teisipäeval ja head aega!